ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Приближается 2019 год, и настало время вспомнить самые значимые события уходящего 2018-го. Для экономики Республики Коми одним из знаковых стало начало добычи на новом Верхнещугорском месторождении. 4 апреля на бокситовом руднике в Внешпогодском районе под сильным ветром со снегом на площадку выгрузили тонну руды. Казалось бы, рутина, но эта тонна ознаменовала начало новой вехи в истории разработки боксита в Коми. Предприятие «Боксит Тимана» компании «Русал» открыло разработку Верхнещугорского месторождения. Запасы нового месторождения составляют порядка 65 миллионов тонн, а срок разработки составляет 20 лет. Большое спасибо за ту скорость, с которой вы освоили это месторождение и начали добычу. Если говорить вообще о динамике боксита Тимана, то сейчас это самая динамичная компания в структуре «Русала». Я хочу пожелать вам оставаться настолько же динамичными. Я хочу поблагодарить руководство Республики Коми, руководство Роснедр, Минприроды за ту помощь, которую они оказывали. Мы ее всегда чувствуем, и она для нас важна. Я от всей души вас благодарю. С праздником. Это большой праздник, это большая победа. Так держать. В марте 2018 года на существующем Вижаю-Варыквинском месторождении была добыта 40-миллионная тонна бокситов. Запасы этого актива близки к завершению. Однако, чтобы не останавливать производство, еще заранее началась подготовка к работе на Верхнещугорском. В 2016-2017 годах в развитие добычи было инвестировано более 3 миллиардов рублей. Деньги пошли на несколько направлений. Построили второе, а затем и третье общежитие в среднем на 101 человека. Закупили более 14 единиц новой техники, в том числе 90-тонные самосвалы. Теперь общая численность специальных машин на руднике достигает более 89 единиц. Провели горные работы и убрали так называемую вскрышу. Мы здесь были год назад и все эти проекты обсуждали. И вот в результате упорной работы компании здесь, на этом месте, уже мы сегодня добываем очередную тонну тех самых важных и нужных полезных ископаемых, которые крайне нужны для нашей страны. Сегодня погода нас не балует, но тем не менее мы все люди северные, знаем, в каких условиях работаем. Я искренне вас всех поздравляю и хочу, чтобы долгие годы мы могли использовать наши природные ресурсы на благо страны. Отдельно стоит сказать о модульной технологической линии производства полуфабрикатов для взрывчатых веществ. Установка появилась на руднике в 2016 году, и с тех пор компоненты для взрывчатки можно производить прямо на руднике. Вкупе с другими подготовительными работами это открывает новые перспективы в освоении бокситовых активов для предприятия «Боксит Тимана» компании «Русал». Это очень яркая демонстрация востребованности нашей нейронесовой базы. И я чрезвычайно рад, что сегодняшний день дал мне повод задуматься над все-таки перспективами поисков новых месторождений боксита в Российской Федерации. Я еще недавно говорил, что не стоит этим заниматься. В конце концов, вот есть толлинговый глинозем. Мы только им продолжим заниматься. В Гвинее, в Каяне. Но сегодняшний день, повторюсь, повод для того, чтобы серьезно задуматься над нашей геологоразведочной программой. Я обещаю это сделать в кратчайшие сроки. Верхнещугорское месторождение станет более сложным в разработке. Основная трудность – вода. При разработке будет необходимо собирать и очищать грунтовые воды. В контексте зарождающейся неподалеку реки Вымь, имеющей большое значение для промысловых пород рыбы в республике, это сохранение чистоты отнюдь не последняя задача. Для этого в том числе будет использоваться второй отработанный карьер. Он вмещает 880 тысяч кубометров воды. Боксит такой минерал, труднораскрываемый минерал, чтобы из него получить глинозем, это сложный гидрохимический процесс. Поэтому, в принципе, он это не серный калцедан, который оказывает влияние, которое может разлагаться на воздухе, в воде и травить и рыбу. И единственное, что это взвесь. Для этого мы строим очистные сооружения, где будут отстаиваться эта взвесь. Плюс потом будет дополнительная очистка через очистные сооружения воды. Вода будет чистая. Я работал до этого на Североуральском бокситном руднике, где мы работаем на больших глубинах, качаем большой объем воды из шахт. Вся вода поступает через очистные сооружения. У нас там в очистных сооружениях на том предприятии даже рыба водится. Однако, говоря об успехах освоения Верхнещугорского месторождения, стоит вспомнить и о том, что означает это для региона. Во-первых, это рабочие места. Уже сегодня на карьере трудятся 800 человек, многие из них местные. К тому же на станции Чиняворек, откуда берет начало железнодорожная ветка к руднику, тоже ожидаются новинки.
В регионах присутствие компании «Русал» на благотворительных началах проводятся социально значимые проекты. В Ухте примером такого партнерства стал театральный фестиваль с воспитанниками МХАТа. Кроме этого, существуют научные конкурсы для школьников и не только. И театр, и кино, и встречи с интересными людьми. То есть для нас это важно, чтобы люди, которые проживают, они видели, приобщались к социальной культуре страны в целом, чтобы для них не было проблем увидеть все то же самое, что и жители этих городов. Итак, подведем итоги. С началом в 2018 году добычи на Верхнещугорском месторождении вырастет производительность труда по сравнению с 2015 годом в 2 раза. Увеличится парк техники. Для региона наращивание мощностей также в плюс. Это новые рабочие места. Согласитесь, сегодня это не может не радовать. В 2017 году Боксит Тимана отметил свое 25-летие и встретил круглую дату хорошими производственными показателями. В 2018 году Боксит Тимана, которому 29 декабря исполнится уже 26 лет, открыл новую страницу в истории предприятия и горнорудной промышленности Республики Коми.